Воскресный день. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Чекмагушевскому району. В Чекмагушевском районе 78 населенных пунктов. В них проживает 27,5 тысяч человек. Районный центр – село Чекмагуш. Поликлинику Центральной районной больницы в селе Чекмагуш построили в 1974 году. Ее мощности уже давно не хватает. Новую поликлинику в Чекмагуше спроектировали еще в 1999 году. Но до стройки дело дошло только в 2020-м, уже при Раде Хабирове. Спустя 1,5 года поликлинику в Чекмагуше построили. Мы рады вас приветствовать в стенах на нашей долгожданной новой поликлинике. Вот сейчас мы находимся в холле, в регистратуре. Здесь у нас администратор. Администратор будет встречать каждого пациента и по логистике движения его провожать. Потому что каждому пациенту кому-то нужна справка, кому-то там выписать рецепт, и тем самым администратор будет его консультировать. А это сделано по нашему брендбуку или нет? Нет пока. А потом будете по нашему брендбуку делать? У нас же есть единый брендбук всех поликлиник, то есть это еще не сделано, да? Нет, тут еще много чего надо. Это, Райфа, сегодня пока техническая работа. Ну, я понял. Где-то марта. Здравствуйте. Вот подрядчик. Зубов Владимир Петрович. Здравствуйте. А много еще осталось доделать? Да нет, уже штрихи осталось. Оборудование у нас полностью закуплено. Объект стоит 397 миллионов рублей, из них федеральные средства 287 миллионов. Оборудование в этом году мы закупали. Планируем сдать объект в этом году, Радик. В этом году? В этом году? Ну, вот у вас план когда первых людей примете? Мы после лицензирования, примерно в марте месяце. Да, там же лицензирование. Да, получение лицензии и всего вот остального в марте мы планируем уже запуститься. Уже принимать первых наших пациентов. Здесь находится у нас рентгенологическое отделение. Это новый современный комплекс. У вас рентген есть еще где-то? Есть. У нас в стационаре, в поликлинике имеется, старое оборудование. У нас старое медицинское оборудование 2007 года выпуска, а это новый современный рентген-комплекс, который, мы думаем, что позволит нам улучшить качество, на ранних стадиях выявлять уже серьезные заболевания. И маммограф есть, да? Маммограф, да. Здесь маммограф, это рентгенаппарат. У нас есть рентгенаппарат в стационаре. А маммограф раньше был у вас? Был. Ну, то есть он в рабочем состоянии, да? В старой поликлинике у нас, да, он в рабочем состоянии, но он 2002 года вообще выпуска, да, поэтому он совсем. А рентгенаппарат у нас не было в поликлинике, он был... Старый был рентгенаппарат, ломался, Райфа. Да. А как у вас со штатами? У нас 68 врачей. А потребность какая? Врач-уролога у нас нет. А остальные, в принципе, у нас есть и узкие специалисты, и врач-эндокринолог. То есть все специалисты у нас... Здравствуйте. Куда? Тут немножко вентиляционное. Вот мы переходим в старое здание. Да, вот здесь переход. Оно взрослое, да? Взрослая, да, Райфа. Старая, 74-го года постройки, поликлиника. Вот здесь теплый переход. Да, отапливаем переход. Здесь это как старое здание поликлиники. Здесь у нас как раз подъемная платформа. Если для инвалидов, если необходимо перейти в старое здание поликлиники, то есть она будет легко использоваться. Да. А там внутри тоже все? Нет, там внутри коридоры мы сделали, отремонтировали. В этом году у нас был капремонт. Вот коридор, кабинет, тут не пройти, не проехаться. Вот она, старая поликлиника. Конечно, мы его будем использовать. Немножко тут стоматология, по-моему, будет так. Здесь остаются специалисты, да, потому что у нас часть специалистов, которые находились, они были в стороне стационара. Поэтому сейчас у нас со стационара все специалисты уйдут и перейдут уже в амбулаторную часть. Поэтому перераспределение какое-то сделано. Да, здесь у нас будут свои специалисты как раз. Вот оно здание завершается. Да, вот оно, да. И первый. Но оно маленькое. Да, маленькое, узкие коридоры, да. Здесь у нас кабинет хирурга, врача-хирурга. Здесь есть две операционные
есть? Гнойная и чистая, да. Операционная, потому что раньше в старом здании поликлиники у нас был кабинет хирурга совмещенный. Это было неудобно как для наших пациентов, так и для наших врачей. Сейчас здесь будет вести уже отдельный прием. Мы в день к хирургу где-то обращаются около 40-60 пациентов. Довольно-таки большие, да. Очереди хирургам в поликлинике. Утром в понедельник придешь, 20-25 человек сидят. Уже сидят, да, потому что мне в выходные дни обращаются в приемный покой, да, а потом уже сюда. Но вот как вы видели в старом здании поликлиники, у нас узкие коридоры. Здесь уже просторные коридоры, где пациенты могут ждать, ожидать. Поэтому это очень удобно. Вот здесь как раз чисто перевязочная. Доброе утро. Здравствуйте. Г-образное здание, да, или как оно? Г-образное? Нет, получается П-образное. Здесь у нас кабинет эндокринолога, потому что в современном мире довольно-таки часто... Да, конечно. А эндокринолог есть у вас, нет? Да, есть эндокринолог. Часто встречается пациент с эндокринным нарушением. Сахарный диабет у нас вот на сегодняшний день стоит 681 человек. Это бич просто. Да, поэтому довольно-таки большое Это количество. хорошо, что вы эндокринолога нашли. И здесь у нас женская консультация. Здравствуйте. Женская консультация, потому что служба детства и родовспоможения, она очень важна на сегодняшний день. Здесь Вы у нас... куда прикреплены, куда детей? Мы женщин беременных отправляем в Дюртюлинскую центральную районную больницу, да, на второй этап родовспоможения. И на третий этап мы в республиканский перинатальный центр. Да. Дети у нас прикреплены в РДКБ. Это новый современный, да, вот УЗИ-аппарат. Здесь у нас портативный. Есть, если необходимо, он спустится в детскую консультацию, то есть спокойно мы будем обследовать наших детей, то есть им никуда ходить не надо. Все, уже готово, можно открывать. Новая поликлиника, она у нас есть манипуляции, гистероскоп. То есть гистероскопии у нас не было до этого, потому что нашим женщинам приходилось ехать в город Уфу, и это не совсем удобно. Сейчас наши специалисты, акушер-гинекологи обучаются, ездят на местах в город Уфу, обучаются, потому что вот мы с коллегами вот этот момент рассматриваем. Это у нас наркозный аппарат, потому что гистероскопия проводится под наркозом. У нас есть врач-реаниматолог, анестезиолог, поэтому будет проводить данное обследование и гистероскопию. Это вот прям для нас большая... Современное оборудование, этого не было у нас, на самом деле. Я сам посмотрел. То есть у вас женщины из Чекмагуша рожают в Уфе? В Дюртюлях и в Уфе. Нет, в основном в Уфе. В основном в Уфе, да. Потому они сами... у нас получается... За полгода, в течение полугода, за 6 месяцев, вот с января по июль у нас было всего 10 родов. Ну, роддом закрыли. Потом роддом закрыли, да. Замечательно. Как городская больница. Ничего не уступает. И оборудование достаточно, да? Здесь у нас проведение КТГ-обследование, это кардиотокография. То есть беременные женщины не сидят в кабинетах, а спокойно ложатся и уже слушают сердцебиение малышей. А также, если после гистероскопии, потому что женщина сразу домой уйти не может, а она приходит должна сюда, полежать, полежит и потом уже спокойно. А специалисты у вас для работы на этих аппаратах есть, да? Вот я говорю, да, вот мы обучаем их. Сейчас мы пройдем в эндоскопические кабинеты. Это вот видео-гастроскоп, видео-колоноскопы, да. Гастроколоноскопию вы можете делать у себя? Да, мы делаем, да. Есть у вас специалист? У нас есть специалист, Игнач, да. Вот, проводим обследование, бронхоскопию. Это же очень важно. Да, здесь у нас даже есть мойка для эндоскопов, это тоже очень... Да. Ну, вы на ней умеете работать, все, прошли. Очень здорово, очень здорово. Да. А раньше, получается, надо было в город ехать, да? Нет, у нас был аппарат, но был оптический, да. Мы смотрели просто оптика, а сейчас это видео, это намного удобно для глаз наших врачей. Потому что сразу по ходу там полипы удалить, вот такое тоже все можно. Здесь уже будет, здесь мы можем использовать. Там мы не могли, к сожалению, это делать. Сейчас все сможем. Здесь в основном на третьем этаже у нас находятся участковые терапевты.
Здесь есть кабинет узкого специалиста, это врача-отолинголога. Здесь, к сожалению, еще нету... На оборудование есть? Да, Да. оборудование есть, лор-комбайны и обучение... Лор-комбайны есть, да? Лор-комбайн есть, да. И вот с Обучение тоже прошли, да? Обучение по сурдологии наш специалист прошел, да. Поэтому, ну, у нас есть врач, конечно, узкая специальность, но довольно-таки востребованная. Здравствуйте. Здесь у нас врачи-терапевты, это стандартные кабинеты, они вот как бы таким образом оснащены. Терапевты у вас полностью? 11 участков, 11 терапевтов, да. Они ведут диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, проводят вакцинацию. Мы в лидерах по вакцинации. Да. Сколько уже? 110 или сколько? 116. На третьем месте работает, на втором, на третьем. 116%. Здесь у нас большие кабинеты, просторные. Это наших заведующих. Заведующая поликлиникой, заведующая клиника экспертной работы. И здесь проводятся врачебные конференции, врачебные комиссии, вернее, да. Потому что разбор случаев по каждому пациенту, да, и при необходимости. Ну, еще здесь большие залы есть, для совещаний. И для нас, да, довольно-таки очень, очень приятно вот этот конференц-зал, потому что до этого мы использовали, находились наш конференц-зал в другом, в здании стационара, а сейчас это просторный конференц-зал, где мы будем проводить обучение наших специалистов, там что у вас имеется? лекции. Здесь сенсорный даже, сенсорный панель. На первый этаж, на детской еще раз. Тут все в одном месте собрали, да? И вот новая поликлиника как раз нам позволила выделить отдельный блок детства. Это вот детская консультация. Наверху что? Там подвал, чердачное помещение. Ну, чердак. Еще, Райфарович, можно сказать, 4 этажа, подвал есть. Для персонала приходит на работу, раздевается, душевые, все там имеется. Это многоэтажный дом, эта крыша тоже была слетела, Райфарович, это делали. Вот у них своя отдельная котельная булочная стоит, Райфарович, для этой поликлиники построили. Все в одном месте, Райфарович. Тут можно, все, и операцию будет можно делать, как говорится. Операционные я что-то не видел, но прям все Мини-операционные для проведения, для вскрытия абсцессов, дренирования. А стационар у вас в каком состоянии? Что? Стационар тихонько начал. Мы хирургическое отделение в этом году проводим капремонт хирургического отделения, поэтому по стационару... Отделение для детей. Здесь детская поликлиника, здесь довольно-таки просторный холл, потому что вообще приход, наверное, детей в больницу, это уже для них стресс. Конечно. Мы максимально здесь хотели создать комфортные условия для наших маленьких человечков, поэтому для них... Для них отдельный вход, Райфарович, гардероб, регистратура. Распределение потоков, Райфарович, здесь отдельный вход детей. Маршрутизацию вот как положено делают, я вот не вижу. Вот, ну, там, бережливая поликлиника, вот это все здесь будет, да? Все это будет, просто эти сейчас все входы-выходы вам не показываем, а это все с учетом, конечно. Это будет, да. Это с учетом То есть, уже и в детской поликлинике, и в А запись-то у вас немножко все-таки пошла через интернет? Да. Или нет, да? Да. Или все-таки бабушки приходят и сидят? Нет, у нас, у бабушек же есть внуки и дети, поэтому они все-таки записывают. Это нормально, Райфарович, запись идет. Я имею в виду, все равно переходить надо, чтобы вот, очередение создавать. Вот здесь немножко еще добавим, вы не сделали, вот здесь игровую комнату для детей. Мы сделаем, Райфарович, они будут здесь играть, отдыхать дети. Немножко игровую комнату сделаем, заполним. Здесь есть прививочный кабинет, Райфарович, для процедурные кабинеты, да, кабинет здорового ребенка, вот мы прошли, то есть где дети уже не соприкасаясь с потоком больных детей. А детских педиатров хватает? У нас в этом году приехало 4 специалиста-педиатра, поэтому у нас на 7 участках 8 специалистов, поэтому все хватает. Мы работаем по этому вопросу, поэтому сейчас педиатров у нас хватает. Да, и у нас в детском отделении, тоже детское отделение есть, там тоже отдельный врач-педиатр, поэтому как бы с педиатрами у нас вопрос Райфарович, невелик. от имени всех жителей и врачей большое спасибо.
Эта история, во-первых, длится. Этот проект был 99-го года, планировали строить эту поликлинику, и она не строилась. По нашему проекту такую же поликлинику сдали в Илишевском районе лет 5 назад. И вот сегодня, наконец-то, у нас. Сколько вы строили ее? 2 года будет в феврале. Нет, в апреле 2020 года. А проект меняли старый, да, по ходу, получается? Единственное, надо 1 марта уже доложите мне, что 1 марта вы открыли, ладно? А то начнется 1 марта, 1 апреля. Люди уже знают, наверное, здесь ходят, смотрят. Да, нет, Райфаш, это вопрос. Возьму на контроль, будем теребить Да. вместе с Минздравом. Строителям спасибо большое. Спасибо. Всё, с Новым Спасибо годом. огромное, Будьте спасибо здоровы. вам. Спасибо, извините, что вас побеспокоил. Пока. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Радий Федорович, поликлиника еще не работает, а вы заехали посмотреть, ну, в ваших традициях не ленточку перерезать, а посмотреть, как вообще построили. Потому что всегда надо посмотреть, вот здесь я сделал замечание, тут по маршрутизации все-таки надо сделать так, как мы делаем. И, значит, у нас было в свое время, это я подглядел в Пермском крае и попросил, значит, сделать единый брендбук наших поликлиник. Мы потихонечку стараемся унифицировать, потому что люди приезжают, все понятно, и пожилым людям, и маршрутизация. Вот это вот должно быть сделано, но обещаю сделать. Но потом лицензирование, соответственно, и после лицензирования 1 марта мы поликлинику, дай бог, откроем. А так, ну, сколько лет вот глава поликлиники вы нуждались? С 99-го? 99-го года. Вот я говорю, мы расшиваем многие старые проблемы, очень многие проблемы, которые копились годами. Это вот не прорыв, это совсем не прорыв, это просто мы хроническую болячку в Чекмагушском районе решаем. А сейчас уже надо переходить и смотреть, в каком состоянии стационар находится. Ну, вот так вот. Спасибо.